Нет ничего более постоянного, чем временное, да. Когда- Когда я начинаю сильно сомневаться, опять же происходит что-то такое, что вдруг я думаю, господи, баба-яга, баба-яга, баба-яга. Звание. Очень хочется. Дайте Очень. Ксения Зыкова, актриса театра и кино, родилась и выросла в Якутске. По окончании школы-студии МХАТ была принята в труппу Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина. С 2002 по 2017 годы жила и работала в Москве, сотрудничала с театрами в антрепризных постановках, снималась в кино и сериалах. В ее фильмографии такие проекты, как «Чистосердечное признание», «Особый случай», «Белый ангел тундры», а также сериалы «Интерны» и «Секретарша». Параллельно с этим Ксения успела послужить и в Мерлинском театре. Она же автор пьес, инсценировок, киносценариев и стихотворных текстов. В 2017 году вместе с мужем, режиссером Андреем Габышевым, вернулась в родной Якутск и в театр имени Пушкина. В творческой семье актрисы и режиссера растут две дочери. Ксения, добрый день. Добрый. Добрый. Очень здорово, что вы пришли. А вот я хотела задать вопрос. Как бы вы сами себя представили, если учесть, что абсолютно многогранная, ну, как большинство женщин, состоявшихся профессиональных, экспертных, мама, жена, дочь, актриса, поэтесса, спортсменка, зожница. Это все я? Да, это все я. Как бы вы расставили представление себя? Вот в первую очередь, например, я кто? Я сразу вспомнила это. Я простая русская баба. Доронина, да. Ну, по большому счету, конечно, в первую очередь я мать и жена. А во вторую очередь я актриса. Нет, во вторую очередь я дочь. Такая. Дочь, жена, мать. Вот так, наверное. Актриса, а потом все остальное. А то, что стала актрисой, что повлияло на этот выбор? С детства я во всех школьных мероприятиях принимала активное участие, потому что когда ребенок поступает в школу, уже сама, наверное, знаешь, да, там тестирование определенное, и девочка, которая, неоднократно, да, девочка, которая хорошо читает стихи. Ну, то есть галочку поставили, и 1 сентября, 86 год, я иду в школу, и я читаю стихи на линейке какие-то, уже сейчас не помню, да, потом все расходятся, я остаюсь. То есть, всех забрали учителя, меня никто не забрал. Я ходила 1 сентября по школьным коридорам, думала, что, где, как. Потом кто-то меня все-таки приютил, какой-то класс, в котором я проучилась. Чья-то девочка. Да, чья-то девочка. Но, тем не менее, так как я хорошо читала стихи, я была всегда на примете у... Там не было как таковой театральной студии, но Эльвира Ильинична и Георгий Трофимович Марковы, это очень известная семья, это бабушка Димы Кольцова, так на всякий случай, да, и они у нас в школе вели музыкальные занятия, ритмику. Это в какой школе? Это 10-я школа, рабочий городок, да. И какие-то сказки, Новый год меня всегда, привлекали, и если сначала я там была Аленушкой, какой-нибудь девочкой Олей, которая потеряла колечко, то потом, наверное, класса с 6-7 злая волшебница, колдунья, и потом баба-яга, 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 баба-яга. Это апофеоз карьеры, я бы сказала. Я даже так скажу. Евгения Адамчук, заслуженная артистка, да, республики, Мария Рогожинская, актриса тоже нашего театра, уже сейчас она в другом городе, я и еще несколько актрис, все прошли через Бабу-Ягу Эльвиры Ильиничны. Так. Да, то есть это такое тоже ступенечка. Определенная ступень. Да. И помимо этого я занималась музыкой, занималась спортом, я играла на барабанах, там на фортепиано пыталась Танцевала, играть. конечно. Танцевала, конечно. То есть как-то я разносторонне развивалась, но актрисой быть я не собиралась. А когда я заканчивала школу, это в далеком 96-м году, очень модно было поступать в школу милиции. Она только открылась за год до этого, и я собиралась туда. Но на одном из школьных спектаклей ко мне подошла мама кого-то из школьников, и она спросила меня, куда я собираюсь, потому что уже 11 класс. Я говорю, как же, в милицию пойду я. Она, да вы что, тут школа-студия МХАТ, как раз там все совпало просто. Прямо сейчас идет набор, и вам обязательно надо туда. Обязательно надо туда, а там экзамены были чуть раньше.
Я пошла и прошла. И все. И все. А сейчас я думаю, ну, конечно, мне хочется предполагать, что я была бы, вдруг я наверное, была бы да. полковником? А что бы нет тогда? Да. Да. Мне, наверное, форма бы пошла. Я уверена, что... Да. Ну, уже как-то в другой профессии я себя не очень вижу. Параллельное что-то, да. Но у меня еще был период, когда я не работала, в театре не служила, мы же так говорим. И это, ну, прям такая, я не скажу, что черная полоса, но она безрадостная. А сколько времени это длилось? Ну, почти 5 лет. А что делала в эти 5 лет? Тут у меня все же хорошо складывалось. Ну, я так сразу как-то в обойму попала. Я сыграла Одиссею Инока Якутского у Андрея Савича. Это был мой первый взрослый спектакль. Это была моя первая роль главная сразу у Борисова. Ну, Да. я, конечно... Ну, мне кажется, корона у меня там не очень, но крылья-то у меня выросли. И я поехала в Москву в отпуск, решила показаться там в театр. Меня взяли в 2 театра в Москве. Естественно, я, не думая о последствиях, написала заявление, отправила почтой, осталась в Москве в одном из этих театров и прослужила там сезон. Замечательный театр, но мне это не близко. Почему? Это так. Ну, это был музыкально-драматический театр. На тот момент, ну, я себя в нем не очень нашла. То есть у меня все вроде складывалось хорошо, и художественный руководитель, он меня как-то так тоже приметил. Я ввелась за 2 месяца в 12 спектаклей из 13 идущих. Ну, это вообще... Ну, он был заинтересован, чтобы Очень я осталась, но на тот момент как-то вот... Сейчас это замечательный театр, он сейчас стал только музыкальным, там очень высокий уровень актеров поющих, там профессиональный балет. Тогда это, видимо, какой-то был, ну, в моем понимании, переходный период, в котором, ну, мне место, скажем так, и я не нашла. Вот тогда я окунулась в реальность, если честно. Я не работала вообще нигде год. Но работала клоуном, аниматором, как это называется, в магазинах стоят промоушен, промоутер. да, промоутер, да. И я же создана для Шекспира и Островского, а я там... Ростовая кукла? Нет, до этого не дошло. Ну, детские праздники, да? тем не менее. В какой-то момент так совпало, мне раздался звонок. Я сначала подумала, что это корпоратив на Новый год нужно подготовить, провести, потому что был декабрь. В каком-то промышленном холдинге, там какие-то названия, что кто. Я поехала на разговор, оказалось, что это собеседование на вакансию специалиста корпоративной культуры. Ох. Да. И я прошла ее с блеском. А резюме не подавала? Сама Ничего не подавала, искала, да. Просто Нет, по рекомендации, видимо, да. предложили. И через полгода я стала начальником отдела, а еще через полгода я стала начальником департамента. И я была такая уже тетя с папочкой на совещании. Офисная? Да, офисная, строгий стиль одежды. Ну, как сказать, там была зарплата, там был коллектив. У меня, ну, так как я уже там какую-то пост занимала, у меня был свой вот этот отдел, потом департамент, да, и там, ну, чтобы проще сказать, это как культмассовый сектор раньше на предприятиях, да, но это как так примитивно. Орговик, да, еще по-другому. Ну, как-то так. Внутренний имидж компании. То есть, чтобы людям было интересно здесь работать. Это внутренние праздники, причем это, ну, такого уровня, чтобы понимать, да, это не банкеты, вечеринки там, это чемпионаты по шахматам, по футболам, это какие-то отчетные конференции у правового управления, финансового. Там. То есть, такого, чтобы мы сидели без работы, не было от слова вообще. Внутрикорпоративная вообще Да, работа. да. Душа-то не там, Ань, ты понимаешь? Ну, то есть я хожу на совещания, я пишу, подписываю. Даже я уже сама не составляю эти сценарные планы, я не пишу сама сценарий. Да, я выхожу, веду на это 1000-й зал, какие-то мероприятия. Ну, потому что у меня и опыт есть вроде. Но это не то. А где Шекспир? Где страсти, где Островский там, да. И, конечно, у меня душа всегда... Я не ходила в театр. У меня было мало свободного времени, но когда оно было, я не ходила в театр, потому что мне было больно. Но тут, опять же, судьбоносные вот эти встречи, да. Я приехала, и буквально через там, день или два с Леной Кирюховой мы встречались, вот прямо сейчас скажу, в «Седьмое небо» или где-то вот в Комдрагмеде, да. И за соседним столом сидел Андрей Савич Борисов, И сказала, который говорит, а ты что тут делаешь? Что тут делаешь? Да, вот так он и сказал. Я говорю, ем. Я в отпуске, Да. не трогайте меня. И он мне говорит, я открываю театр в Мирном. Поедешь? Я говорю, поеду. Я вообще не думала ни секунды, я сказала, что я поеду. И он такой, тебе позвонят. Я вышла,
Ну, там не было такого, что же я наделала. Но я понимала, что какой-то сейчас происходит переворот в моей жизни. Я позвонила маме, говорю: мам, ты знаешь, вот не каждый день министр культуры республики Приглашает. лично приглашает. Но Андрей Савич вообще очень большую роль в моей жизни сыграл. И до сих пор, мне кажется, играет. Вот. И позвонил мне через там тоже несколько часов Андрей Григорьевич Габышев, который сказал: Ксения, мне ваш номер дал Андрей Савич. Андрей Григорьевич, который позже стал мужем. Через сколько? Прям мужем-мужем? Ну да, Ну, мы поженились, когда Кате почти 2 года было уже. ладно, суженым тогда. Суженым. Ну, он-то говорит, что он сразу знал. Еще когда он студентом был, он сразу знал, что это моя женщина. Да. Но мне приятно верить ему, приятно. Хотя до момента, как вот у нас создалась семья, прошло лет 6, наверное. Мы жили в разных городах. Ну, то есть как-то... Я его первый раз увидела вообще на вступительных экзаменах, когда он поступал. Не очень. Да? Нет, я сказала, ну что он будет делать в этой жестокой профессии? Почему? Он такой скромный, на самом деле, это, как сказать, эта скромность в нем и осталась. Он очень деликатный, мягкий человек. А нам же как, тем более мне 22 года, я уже взрослая тетенька, да, уже актриса. И мне хотелось каких-то вот, чтобы, они приходили, вот, абитуриенты, да, и сразу там что-то Сперва хотелось. харизма, а потом человек. Да, чтобы это интересно, когда ты видишь, что глаза горят у человека, да, может быть, там дефекты речи, может, он чего-то еще не знает, но в нем есть то, что можно развить, да. А Андрей, он и сейчас, говорю же, так держится. В нем огромный, богатейший внутренний мир, но при этом он очень скромный человек. И он с красным дипломом закончил институт. Он поставил спектакль «Эти свободные бабочки», который 10 лет шел на сцене, его до сих пор тоже все помнят. И в 26 лет он стал главным режиссером Мирнинского театра. И вот по этому поводу он и звонил. Да. Я в Мирном никогда не была. Мы приехали на неделю открывать этот театр. То есть там было большое мероприятие, компания «Алроса», там наше министерство, естественно, история Мирного, геологи. Как-то так все масштабно. Приехала большая команда творческая. Валентин Дмитриевич с нами ездил. Ребята, которые сейчас заслуженные артисты уже, да, как-то мы там все это вот... я посмотрела, после Москвы, понимаешь? Я посмотрела на Мирный. Думаю, как я тут жить-то буду? И все. Я решила, что нет. В июле это было. К ноябрю он меня уговорил. Все-таки Андрей мне звонил регулярно. И мы сошлись на том, что на 2 месяца я приеду отработать только новогоднюю кампанию. Я приехала в ноябре. С января у нас семья. Так, 2 месяца превратились во сколько лет? Уже 17. Вау. Вот у меня родился маленький гений, как я думала. У меня родился особый ребенок. То, что она особая, мы поняли не сразу. Вот сейчас, опять же, отматывая назад, я понимала, что были звоночки. Это вот такая эйфория, первый ребенок, как-то все в радужных красках, когда там мама говорит: ты знаешь, я купила ей мозаику, вот эти крупные штучки, да, тыкать, а ей там 1 год и 2. И она каждый день собирает цветочек. Каждый день она собирает цветочек один и тот же. Гений? Гений, конечно, гений. Да. Она вот выстраивает эти игрушки по росту. Гений? Гений, конечно, гений. Это не так. Оказалось, что нет. Оказалось, что да. Оказалось, что это аутизм, это как расстройство аутистического спектра. У Кати стоит диагноз атипичный аутизм с 3,5 лет. Мы на учете у психиатра. Но я скажу так. Все, что происходит в жизни, оно все не случайно, и оно все к лучшему. То есть понятно, что каждому дается по силам, да, так ведь говорят. И я очень благодарна, что у меня Катя вот такая. Да? Да. Сейчас хочу, чтобы ты правильно меня поняла. Пока мы ездили на реабилитации, а ездили мы по 3 раза в год, и я видела других детей, я поняла, что надо быть благодарным за то, что вот так вот все. И а что теперь? Как Андрей говорит, все, наша дочь, ничего не изменилось, есть диагноз. Нет, это наш ребенок, и мы не будем ее она любить. Прекрасная, она интересная такая, да? Она крутая. Да. Да. Она, я просто опять же, мы разговаривали, да, за кадром еще о том, что в первом вот этом ЦП-МПК мне написали необучаемо, неуправляемо, домашнее обучение и все, да. У меня Катя, ее картины были представлены на международных выставках.
Ну, они инклюзивные, понятное дело, да, потому что, конечно, у нее нет вот там какой-то школы, нет вот прям какой-то цветопередачи, еще что-то. Но, тем не менее, у нее всегда в ее рисунках есть характер, есть история, есть жизнь. Толя Сергеев предложил ей, ну, через меня, естественно, он занимается же кинопрокатом, помимо, ну, вот кинологистика компания, да, и он предложил попробовать Катю на, как правильно сказать, в общем, переозвучить в русской версии для России испанский мультфильм «Валентина». Это мультфильм, который взял несколько призов международных фестивалей, полнометражный анимационный фильм про девочку с синдромом Дауна. И в оригинале ее озвучивает девочка с синдромом Дауна. В русской версии, которая прошла по всей стране, во всех кинотеатрах, и здесь в Лене было это представлено, ну, и там, в Москве, в крупных, в средних, в малых городах. И мы сомневались, потому что, ну, это, я как актриса, я имею опыт дубляжа, да, ну, это такая не очень простая работа, но Катя справилась не сразу. То есть мы там этот часовой фильм 3 недели писали, но тем не менее. И она очень четко передает эмоции, передает, то есть она читает текст, ну, действует вообще профессионально. Понятно, что мы прерывались много раз, потому что ей сложно, сенсорные перегрузки в маленькой студии, в наушниках, у нее там вплоть до панических атак начиналось, но она закончила это, она была тут на премьере, ей вручали зарплату, подарки. Поддержка это одно из самых главных. То есть когда люди, ну вот в такой ситуации оказываются, если нет поддержки, это очень печальная история, очень печальная, потому что не каждый человек готов самостоятельно на своих ресурсах это вывести. И здесь, естественно, родители, ну, вот близкое окружение, муж, там, ну, кто-то вот, кто рядом, друзья. Потому что я знаю истории, когда семьи распадались, если особые дети, да, или еще что-то. Ну, в этом плане просто не все выдерживают, конечно, такие вещи. Да. А вот мы начали с того, что в школе заметили, что я девочка, которая хорошо читает стихи. Да? Но это же еще и девочка, которая неплохо пишет стихи. Мне недавно написали сообщение в одной социальной сети, где можно купить ваш сборник. Так. А я поняла, что у меня нет сборника. Ну, то есть у меня есть какой-то багаж определенный, да. В большей степени это... Ну, поэт — это слишком, мне кажется, такое объемное слово. Я пописываю, это так называю, рифмую. Рифмоплет. Рифмоплет, да. Графоман и рифмоплет. Вот так, да? Ну, пока, во всяком случае. То есть есть вещи, которыми, ну, я не то что горжусь, за которые мне не стыдно вообще, вот прям я хочу, чтобы они жили дальше, да. А есть какие-то, ну, ботинки-полуботинки, которые иногда приходится делать. За деньги, да. Ну, а есть что-нибудь такое, вот, которое ты бы выделила как действительно значимое, связанное с твоими стихами? Ну, это, безусловно, вот одно из последних про Ленинград стихотворение. Потому что сейчас вообще... Понятно, что это не только в этом году, да, 80 лет, и все вдруг вспомнили. Это вообще никогда нельзя забывать о каких-то событиях. И то, что связано с Великой Отечественной войной, с победой, ну, мне кажется, вот для нашего поколения это все понятно, что это через нас все прошло. Да? Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Да. И как-то вот это стихотворение про Ленинград от лица девочки маленькой, оно как-то для меня, ну, прям... Ну вот, а если люди никогда его не слышали, никогда не сталкивались, правда, а где можно увидеть, услышать, прочитать? Если сейчас скажу, подписывайтесь на меня, да, что я не знаю, неправильно, наверное. Но я задумалась, когда я получила это сообщение, задумалась, что надо где-то хотя бы на какой-то странице это публиковать. Потому что, ну, помимо этого, мне абсолютно не стыдно, например, за стихотворные тексты к песням, к музыкальным спектаклям. Да. Вот. Да, и, например, «Золушка», который сейчас уже не идет в театре, к сожалению. Да, ну, там есть просто невероятные номера, то есть мои слова, положенные на музыку композитора. Он живет, этот конкретный композитор, в Новосибирске. И он сказал, что это вообще лучшее, что он в жизни написал. Да? Да. Вот дуэт Золушки и принца. И правда, я всегда стояла в этот момент. Есть же всегда щелочки в театре, да, когда ты в зал смотришь. Там. Вот так сидят и взрослые, и дети. Так, с открытыми ртами просто. И какое-то волшебство, сказка. Ну, я люблю вот писать
для сказок. Я прям люблю это делать. А для детей это еще и ответственность огромная, чтобы они верили. И когда они потом выходят после сказки и поют эти песни, это вот прям... Вот все, я точно сделаю страницу. Сделаю. Все там выложу. А скажи, пожалуйста, что вдохновляет тебя? Вот, что вдохновляет вот на это несение добра, да, на то, чтобы чувствовать и давать людям окружающим опору и вот это вот ощущение лучика солнца в темном царстве? Мне на днях, вот я на прошлом интервью, да, вот девушка, с которой мы разговаривали, она говорит, ну, это же не ты, ну, то есть ты вот такая удобная для всех как-то это. А я говорю, Катя, я даже не знаю, как тебе отвечать на этот вопрос. Я это же не специально делаю. Ну, то есть у меня понятно, что я не святой человек какой-то, чтобы вот вообще не видеть негатив, там, вот так вот смотреть на мир через розовые очки или еще что-то. Я просто на этом не зацикливаюсь. Я всегда стараюсь и в человеке увидеть хорошее в первую очередь, потому что все его поступки, они все равно позитивно, да, имеют позитивное начало. Это я сейчас, опять же, как психолог говорю, всем хвастаюсь, что у меня еще диплом психолога есть, я про это не сказала тебе. Ну, то есть люди все хорошие. Вот ты спросила, где вдохновение, да, беру? Я беру вот из окружающего. Вот мы с тобой сколько лет не виделись? Вот так вот. Очень много. Да. Сколько лет мы не болтали. Вот вообще мы, в принципе, наверное, вот так не разговаривали никогда. Но да? опять-таки, это же вот мы в такое время замечательное живем. Можно физически не видеться, но да, при но этом, быть на связи, быть да. на связи. Как мне кума говорит, ой, да я все твои новости знаю, на тебя подписана. Да. Так что выкладывайте статусы, люди хотя бы будут видеть, да, что вы буду знать, что у живете. вас на душе. Вот сегодня мы пришли сюда, в эту студию. Мы пришли вообще на НВК Саха, это мое первое место работы здесь. Радиостанция «Рим». Да. Сейчас министр культуры, это мой первый работодатель, собственно. Вот. И эти коридоры, они сейчас другие, естественно, они для меня какие-то воспоминания нахлынули. В этой студии мы, вот я тебе рассказывала, писали еще с Сережей Ацегейда программу музыкальную, тоже как-то... Ну, прям... И все вдохновляет. И все вдохновляет. Просто надо думать о вещах вдохновляющих. Давай про вдохновляющее. О чем мечтается или что планируется? Что, к чему хотелось бы, ну вот, не знаю, там в перспективе 5 лет, допустим. Как себе видишь? Или все-таки ты предпочитаешь жить в моменте, как все у тебя в жизни получается? Ну, не без этого, скажем так, да, но опять же, здесь и сейчас, но вектор. Мне недавно, опять же, этот вопрос в приватной беседе один человек спросил. Какие у тебя планы, какая у тебя мечта? Угу. Да. Ну, я предполагаю, что он имел в виду творческие, там, ну, не знаю, сыграть идею, получить там звание, не знаю, фестиваль какой-нибудь. А хочется, кстати, Ну, медею и хочется. звание? Очень хочется. Дайте Очень. Но, опять же, истинные твои желания, да, Да, это понятно, про что истину. это, как сказать, это будет хорошо, это будет очень хорошо, это будет приятно. Это будет да. не лишним. скажем Абсолютно так. не лишним, да, но я мечтаю о том, чтобы вот мои дети, да, Катька, потому что я смотрю на младшую, это вообще она далеко пойдет. Она уже говорит, что она будет мэром Москвы, ну так вот она, президентом мира. Я хочу, чтобы у них было все хорошо. Потому что наше счастье все равно зависит. Это не значит, что мы и только, и вот. Я научилась лавировать между этим и там, и сям, достигать каких-то определенных успехов. Конечно, у меня в первую очередь, моя задача, моя мечта, чтобы она реализовалась, чтобы она стала полноценным членом общества, чтобы у нее семья создалась, да, чтобы нашелся человек, который ее принял. Ну, это как у любой мамы, независимо, есть там какие-то особенности у ребенка или нет. Да, конечно. Вот на данный период вот это для меня очень важно. Да. Потом, конечно, в профессии я бы хотела состояться еще больше. Как будто я уже так состоялась. Ну, а есть какая-то роль, которую хотелось бы сыграть? Ну, одно время я действительно мечтала о Медее. Я прям мечтала. Потом вдруг, опять же, я задумалась, я могу вообще нормальная женщина мечтать сыграть женщину, которая убила своих детей? Ну, это, если кто не знает, трагедию эту, да. Где-то у меня вот здесь сидит мамаша Кураж. Но, опять же, это муж как-то в меня вложил, потому что когда-то он сказал, я вырасту и поставлю на тебя мамашу Кураж. Вот, а годы идут, Андрей Григорьевич, а мамаша Кураж уже моложе, чем твоя жена.
литературный персонаж, да. Да. Ну, хочется как-то глубокого материала, да, да. Мне сегодня ужасный сон приснился. Завтра мы играем Онегина. Так. Вот, и сегодня мне приснился самый страшный кошмар всех актеров, что ты забыл текст, ты не готов, уже твой выход без костюма, и стихотворный материал Александра Сергеевича вылетает напрочь вот из головы, и я дописываю своими словами Пушкина. В общем, это Соавтор. ужасно. Соавтор, Соавтор да. Пушкина. Да, На да, чем да. закончился Я проснулась, господи. Я проснулась под овации, естественно. А, естественно, я совсем справилась. Да. Да, Ну, молодец. так оставим это таким. Но это вот вариантом. еще одна краска в оптимизм, да, в палитру оптимизма. Что даже если забылся Пушкин, не готов костюм, а люди готовы, что-то пошло не так, все равно все закончится овацией. Конечно, Как конечно. Нет, ну наша вообще задача, чтобы люди даже не поняли, что у тебя и костюм не надет, и то, что ты текст наврал. Ты должен это делать очень убедительно. Ну, нас так учили. Поэтому я даже во сне это делаю. Я дописываю за Александра Сергеевича. Это называется «Никогда не сдавайся». Никогда не. Позорься до конца. Позорься до конца. Да. Слушайте, ну это был, по-моему, мастер-класс по оптимизму от Ксении Языковой. Спасибо большое за этот цвет. Я надеюсь, что мы еще встретимся и еще поговорим. Мне не хватило, я хочу Да, с мне тобой тоже разговаривать. вообще не хватило. Но Потому у что нас есть столько тем. возможность прекрасное пожелание людям сказать, которые сейчас смотрят на тебя, любуются, я уверена, и улыбаются, даже сами того не осознавая. Вот никогда не сдавайся, это же прекрасно ты сказала, во всех сферах жизни. Какие-то печальные события, никогда не сдавайтесь. Когда у вас замечательные события, никогда не сдавайтесь, идите дальше, они будут еще более замечательные. Замечайте вокруг себя хороших людей, замечайте солнце, замечайте весну. Всегда есть что-то хорошее, что можно заметить, принять, обрадоваться, присвоить и потом подарить это дальше. Это замечательные слова. Даже не хочется прощаться. Ну, это была Ксения Языкова. И мы. Всем пока. Пока.